Несмотря на то, что время Крия Шма — это первые 3 часа, но все-таки, если прошли эти первые 3 часа, и он не успел сказать Шма, то все-таки из-за того, что благословление, он может сказать дополнительно еще час, первые 4 часа дня, он может сказать благословения, связанные со Шма. Так поэтому он также сможет сказать Шма вместе с этими благословениями. Но он не получает награду за то, что он говорит Шма уже после 3 часа. Шма с благословениями он да скажет, но награду за то, что он сказал Шма вовремя, он не будет иметь, если он пропустил 3 час. Получается здесь, что даже если он был negligent, халатный, все равно он скажет Шма с благословениями во время 4 часа, то есть сейчас 4 час он говорит благословение, Шма до этого он не сказал, из-за своей халатности все равно он может ее сказать во время 4 часа с благословениями. И в ситуации, конечно же, если он уже сказал Шма, сказал ее в правильное время, но без благословений, потому что это не было время, когда он молился, вместе со стоящей молитвой, поэтому он не говорил благословения, потому что нет стоящей молитвы после них. Он просто сказал Шма, чтобы успеть сказать ее в правильное время, но без благословения. Так сейчас, когда он уже молится и будет говорить благословление на Шма, так он также повторит Шма. И мы не подумаем, что если он пропустил Шма и не сказал ее вовремя, так это хуже, и он не сможет сказать сейчас Шма. Нет, он все равно... Несмотря на то, что он пропустил вовремя говорить Шма, все равно он сейчас ее также может сказать во время 4 часа с благословениями. Почему же благословение можно сказать первые 4 часа, когда мы сказали, что Шма можно сказать только первые 3 часа? Потому что эти благословения, они не связаны со Шма. Потому что, несмотря на то, что их постановили говорить со Шма, эти благословения, то есть до Шма надо сказать благословение, после Шма сказать благословение, то есть они постановились, мудрецы постановили их там говорить, но все-таки они не связаны с Шма, потому что благословение не имеет фразу «Благословен ты Творец, который мне повелел говорить Шма». То есть на Тфилин благословение ты мне повелел одевать Твилин, поэтому благословение связано с одеванием Твилин. Со Шма это благословение не говорит, что мне повелел говорить Шма, поэтому оно не связано со Шма. Да? И поэтому Шма он может сказать первые 3 часа обязан, но это благословение он может даже сказать позже, потому что оно не имеет прямую связь. Оно просто постановлено, это ее место, что там нужно говорить эти благословения. После 4 часа, если он не успел сказать благословление, то есть он пришел позже молиться, не сказал благословение со Шма во время этих первых 4 часов, а говорит позже, он не может. Он Шма да скажет, благословение он не может уже сказать, потому что прошло первые 4 часа, это то время, когда мудрецы постановили, что можно говорить эти благословения. Мы видим в Биралохе, что если у него чрезвычайный случай, он так и да может растянуть до полдня возможность говорить свои благословения, но иначе он до 4 часа имеет возможность сказать благословение и не позже. Если он говорит позже, то это считается благословение впустую. То есть после 4 часа в обычной ситуации он не может говорить эти благословения. Биралоха нам приводит мнение Рамбама, что благословение можно сказать целый день, утреннее благословение, но на него почти что все спорят. Да, мнение Роша, что можно первые 4 часа говорить утренние благословения, почти что все заключают с этим мнением, поэтому закон будет с этим мнением. Но все-таки есть у нас Мишнас Яков, который говорит, что так же, как в молитве, что если он пропустил первые 4 часа, он все-таки может молиться до полдня. Первые 4 часа молитвы у него будет молитва вовремя. После этого до полдня у него все равно есть молитва, мицва молитвы. Не вовремя, но мицва все-таки молитва у него есть. Так то же самое с благословениями. Он может сказать благословение до полдня, это Мишнас Яков. И Хафец Хаим говорит, что, может быть, можно полагаться на это мнение в ситуации, чрезвычайной ситуации ойнес. Например, жена беременная, были роды, и он не мог отлучаться, и вот сейчас у него первая возможность сказать благословение на Шма, и это уже после 4 часа. Так может быть, можно в таких ситуациях, в чрезвычайных ситуациях полагаться на это мнение, да, чтобы говорить благословение на Шма после 4 часа до полдня. И также говорит Марил от имени Мараша, что обычай быть ленient, и в крайней ситуации, в тяжелой ситуации говорит до полдня. Махабр здесь заканчивает, что если прошел 4 час, как мы уже сказали, то он просто скажет Шма без благословений. Что значит, что он скажет Шма без благословений? Мишнур объясняет от имени Левуши, не имеется в виду, что он обязан сказать Шма, если прошел 4 час. А он может сказать Шма для чего? Для того, чтобы принять он Малху Шамаем, что Творец это мой царь. Я на себя принимаю ярмо, что Творец это мой царь. Как? Один из способов, тем, что я говорю Шма. То есть не потому, что он обязан сказать Шма, потому что у него сейчас уже нету мицвы
говорит шма, для того, чтобы сказать шма. Нет положительной мицвы сказать шма, потому что это мицва первые 3 часа дня. Уже прошло, уже даже 4 часа прошло. Так для чего же он говорит? Для того, чтобы на себя взять ярмо, что Творец — это его царь. Но все-таки насчет выхода из Египта, или же в Парше Цицис, где упоминается насчет Цицис, или другие псуки, которые связаны с выходом из Египта, все-таки человек обязан сказать, и эта обязанность идет целый день. Так как мы видим, что из Шары в Саре, что обязанность говорить о выходе из Египта длится целый день. Если человек пропустил утреннее шма, то он тогда может восполнить вечером, если пропустил вечерний, может восполнить утром, но есть те, которые на это спорят, что он не может восполнить. Когда было сказано, что он да может восполнить, не имеется в виду, что он может выйти из своей обязанности, то есть он утреннее шма пропустил, так он вечером может сказать дважды шма, и второй раз он выполняет свои утренние шма. Нет, это не то, что имеется в виду. Он же пропустил первые 3 часа, когда утренние, когда можно было бы сказать шма, все время прошло на шма, он уже не может восполнить это время. Но что также насчет молитвы? У него есть возможность восполнить, сделать хашлому. Если он пропустил утреннюю молитву, то он может дневную молитву сказать дважды, чтобы восполнить утреннюю. Так и здесь шма он может сказать вечерний шма дважды, чтобы восполнить утренний. Но мицву за это он не получает. За мицву за шма он не получает. Просто понятие хашлома. Восполнение. И это ему засчитывается просто как чтение Торы. Но все-таки есть те, которые спорят, что он вообще не должен восполнять. Закон здесь будет как второе мнение, что человек не обязан, не должен заново говорить шма.